Честно скажу, вкрашилась. Он был похож на якутского принца. Я был удивлен его подачей, всей его харизмой. Мы познакомились с Аяном на мероприятии «Бурятский андер». Чувствовалась всегда энергетика от него. Чувак глядел чуть-чуть в будущее. Он хотел стать актером тогда. И на фристайле записали просто костяк трека. Значит, я тоже могу. Значит, все мы можем. Тогда это был настоящий фурор. Он был одним из фрешманов. Всем привет! Кокраш на связи. 30 мая 2024 года якутские СМИ и многие российские рэп-паблики облетела печальная новость, что рэпера Ян Хоплиса не стало. И вот сейчас последний день лета. Ведущие организаторы города Якутска собрались и устроили Аян Open Air. Концерт под открытым небом. В программе 3 блока. Первый – это танцевальная музыка будет играть. Второй блок – это живая рок-музыка. И третий блок, конечно же, рэп. Красные щеки, испуганный взгляд. Увидев тебя, забыла боль. Дай же руки твои согреем. Девочка из красной книги. Я с творчеством Аяна познакомилась в 2017 году. Тогда он выпускал свои первые треки. И, конечно же, прям, честно скажу, вкрашилась. Он был похож на якутского принца, такой красивый. Я ходила на его концерты. Я часто делала каверы на его треки. Вот. «Девочка из красной книги» — это первый кавер, который я спела в 2021 году. Выложила в свой инстаграм. И вот, когда предложили выступить на фестивале, я подумала, я же уже пела эту песню, может попробовать спеть ее. Когда я репетировала, подумала, что к этому каверу нужно добавить еще свой почерк, и написала быстренько второй куплет. С первых же минут я был удивлен его подачей, именно читки, всей его харизмой. Для меня это была находка, честно говоря, и был для нас большим импульсом для вообще развития творчества и для того, чтобы у нас были какие-то масштабные амбиции не только здесь, то, что мы можем делать музыку не только здесь, не только для местных слушателей, но и для стран СНГ и вообще, может быть, по всему миру. Хотелось бы тоже коротко рассказать о том, как я познакомился с Ян Хоплисом. Дело было в 2019 году. Я ехал из Якутии в Монголию, остановился в Бурятии, и мы там встретились с местными рэперами, тусовались в районе Парсоева, сидели в большой машине премиального класса, слушали рэпчик, и рэпер Алихан Дзе говорит: мне сегодня утром попался крутой клип, там ваш якут жестко раздает. Я говорю: как, где, кто? Покажите мне его. И мы вместе в тачке посмотрели этот клип и просто офигели. Начали сразу же звонить, и мы все выхватили трубку и начали Ян Хоплису большой, огромный респект выражать. Вот. Примерно приблизительно договорились, что будет коллаборация якутские рэперы и монгольские рэперы. Меня зовут Гриш Слепфэлла, Якутск, Байкал. Мы познакомились с Аяном на мероприятии «Бурятский андер». Нас познакомил Юлий. Все, мы как-то быстренько спелись. Нам рэперам много не надо, чтобы заобщаться. И все, мы встретились, потом он приехал в Питер, и мы написали песню «Грех». И он ее взял на альбом. И потом на следующей встрече мы записали «Индру». Вот, и потом мы поехали все вместе в тур вокруг Байкала. Его легендарный. Аян смотрел чуть-чуть вперед. Вот. Мне кажется, его музыка будет раскусана только через некоторое время. То есть чувак глядел чуть-чуть в будущее. Ты не
Это, знаете, дало понять то, что, типа, вот он, мой земляк, который, типа, взорвал. Значит, я тоже могу. Значит, все мы можем. Меня зовут Таина, я работаю тату-мастером. Начинала бить в тату-салоне Cold Ink. Татуировку на груди ты ему набила? Нет, татуировку на груди ему бил Коля. Я несколько раз присутствовала во время сеансов. Еще я помню, ему на спине последний раз делали. Несколько раз была на его концертах, лайвах. И прям чувствовала всегда энергетика от него. Такая сильная, добрая. Короче, мы с ним познакомились в киношколе. Мы тогда снимали, короче, фильм короткометражный. Он хотел стать актером тогда. И типа пошел потом на Владик учиться. Супер круто работает. Профессионал своего дела был. Что могу еще сказать? Хороший, очень позитивный человек был вообще. Всегда типа такой позитивный вайб. Добрый вайб. Вообще такой, дружелюбный. Был клуб ББ-центр. Это такой некий рэп-клуб, куда мог прийти любой рэпер и зачитать фристайл или просто исполнить свой какой-то трек. И как-то мы там тусовались, пили пивко, и туда пришел Ян Хоплис со своей бандой. И я такой уже под шофе подхожу, беру микрофон и говорю: йоу, Ян Хоплис, твои треки взрывают на стримах. А каков ты во фристайле? Я вызываю тебя на баттл, давай с тобой побатлимся. Он просто встал и ушел. И люди, которые сидели в зале, они тоже так на меня посмотрели и ушли за ним. Он подумал, что я хочу какой-то злой баттл с ним устроить, где я буду ругаться, материться. Но я-то не такой, я хотел такие братские рифмы, типа, да я сам не умею читать фристайл на самом деле. Вот такая нелепая ситуация произошла. Но потом я, конечно же, извинился как следует, проставился пивком, мы с ним общались, он мне показался очень умным, очень мудрым человеком. И отчасти даже я общался с ним как со старшим, хотя он младше меня лет на 10, наверное. Вот. Ну, это можно понять, посмотрев даже влог Яндекса про якутский язык. Мы кормим обязательно природу, мы общаемся с природой, мы ловим энергию и передаем друг между другом эту энергию якутскую. Тянемся к солнцу, впитываем себя и кайфуем. Я, Бизнес-пати, Пансаж и Ян Хоплис. Это записали мы в 22 году. Вот в качестве тоже, когда Яндекс, вот как я напоминал ранее, Яндекс приходили и они сказали: давайте поедем в студию, как все это делается, мы снимем. И на фристайле записали просто костяк трека. После этого съемки закончились, и он мне пишет: давай доделаем трек, все четко. Я с тобой, в эту ночь, в эту летнюю ночь. Эпизод, продолжим диалог. Где наш ход, реальность или сон? Здравствуйте, меня зовут Василий Ковят, я креативный продюсер радиостанции Studio 21. Мы все были большими почитателями творчества Аяна. Познакомились мы в 2020 году. Случайно как-то наткнулся лично я на клип «Якудза». Тогда это был настоящий фурор. Он был одним из того малого пула фрешманов, назовем это так, которых мы поддерживали, были очень избирательны, потому что и когда он впервые приехал, точнее, когда мы впервые с ним встретились в Санкт-Петербурге на нашем ивенте Young Blood, где выступал еще тогда молодой Токсис, вот, еще мало кому известный, и Аян, и его банда, вот, я проникся безумно его энергетикой, тем светом, и безумно
уникальным вайбом, который он излучал и на самом деле продолжает излучать. И вот в это место, в этот бар приходит Аян. Вот. И специально для меня, для нас, он начинает выступать. И начинается какая-то бешеная энергия просто. Я верю в то, что общими силами мы все вместе, как и собрались сейчас все вместе, мы поддержим этот альбом. И этот альбом пойдет далеко и будет услышанным во всем мире. Здесь со мной наша его сестра Кенней. Шуму, ребята! Мои братья и сестры. Человек — это энергия. Банально, физика за 8 класс. Энергия не происходит из ниоткуда и не уходит в никуда. Я чувствую присутствие Ян Хоплиса в своей жизни. И думаю, мы еще пересечемся в других воплощениях через десятки, через сотни, через миллионы лет.